В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 17 декабря? Прекрасная сунна. Фонд Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Все о родине в одном клике. Уже по завершению проекта в нем будут указаны данные представителей почти всех стран. Студентка ГНТУ разрабатывает IT-проект по сохранению связи с исторической родиной. Грозный меняет облик. Архитектура данного проекта выполнена в сдержанном, элегантном стиле с акцентом на современные материалы и функциональные решения. В столице презентовали клубный дом от строительной компании «Монолит». Глава в своем телеграм-канале сообщил об эффективной работе в Сумском направлении группы операторов БПЛА из питерского отряда спецназа «Ахмат» Минобороны. Во время очередной разведки был выявлен тщательно замаскированный расчет станкового противотанкового гранатомета, который противник выдвигал для попытки нанесения огневого удара по нашим позициям. Цель была обнаружена в лесистом участке, откуда враг рассчитывал работать скрытно. Мгновенно уточнив координаты, операторы отработали по цели дрона. Безупречное попадание и отличная работа, отметил политик. А теперь по следам прямой линии главы. Многие вопросы, которые поднимались жителями и журналистами, решались профильными чиновниками уже во время эфира. И сейчас в студии Лимда Джамалдинова. Лимда, расскажите, чью именно мечту удалось воплотить в жизнь благодаря этому прямому диалогу? Во время ежегодной прямой линии главы Чеченской Республики прозвучали 49 вопросов. Темы самые разные, от социальных до бытовых. Каждое обращение получило оперативную реакцию и конкретное решение. Среди них история семьи Абдулаевых, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Как был решен вопрос в нашем репортаже. Трудная жизненная ситуация не приговор, когда помощь приходит вовремя. Семье Абдулаевых из Грозного удалось полностью закрыть накопившиеся долги благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За помощью жительница столицы Яха Абдулаева обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову во время ежегодной прямой линии. История семьи из тех, где каждый день дается непросто. Оба родителя имеют проблемы со здоровьем, на их попечении 3 детей. Уважаемый Рамзан Ахматович, я, Абдулаева Яха, обращалась во время прямого эфира с просьбой о помощи. Видимо, прошлогодний имеется в виду. После звонка мне перезвонили и уточнили детали. И с тех пор я надеюсь на любую возможную поддержку. Уже 5 лет я с детьми ухаживаю за мужем, Абдулаевым Увейсом, у которого тяжелая форма рассеянного склероза. Шансов на выздоровление нет, но мы стараемся облегчить его состояние. Мы продали все имущество ради лечения, но оно не помогло. Теперь у нас осталась только квартира, на которой накопились долги. Прошу помочь нас погасить коммунальные и другие обязательные платежи, чтобы мы могли немного вздохнуть. Адрес Байсангуровский район. Примечание: долг за услуги 330 тысяч, по карте Сбербанка 150 тысяч. Несмотря на то, что у семьи имеется собственная квартира, за годы у них накопились серьезные долги по коммунальным услугам и 2 кредитам. Сумма задолженности стала неподъемной. Рассмотрение обращения было поручено мэру города Хасмагомеду Кадырову. Вопрос решился быстро. Уже в кратчайшие сроки семье была оказана реальная финансовая помощь. Почти прямой эфир обращения нет, потому что у вас трудная жизненная ситуация. Банки, кредиты, коммунальная задолженность. Так, глава с поручения за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова дала облдоль царь Ахчуидилиддин коммунальную и услуг штагольном полностью задолженность такир банки кредит он ахчаду учить банки кредит тагол да я берти
Выделенной суммы хватило, чтобы полностью погасить задолженность. Семья выразила большую благодарность главе региона и президенту фонда за оперативную, адресную и действенную поддержку в сложный момент жизни. Где прямой эфир обращение не раз задолженность кредит дар лелаш индау самокшоч саук тестанцадич укдесон Рамзан Ахмадович аларес хилмесанде. По итогам очередной прямой линии поддержка была оказана не одной семье. Помощь получили жители республики с самыми разными жизненными трудностями от социальных до бытовых. Рамзан Кадыров чутко относится к каждому обратившемуся и всегда оперативно, а главное щедро реагирует на просьбы. Стоит отметить, что всего за время прямой линии главы региона поступило более 10 тысяч обращений. Озвучить все в эфире, конечно, не получилось, но работа с оставшимися вопросами продолжится в частном порядке. Ими займется специально созданная комиссия администрации главы и правительства Чеченской Республики. Полную версию прямой линии главы смотрите сегодня сразу после вестей. Мы продолжаем. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Куриное мясо в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех районах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции Турпала Литайсумов. 169 тысяч замороженных кур. Именно столько роздано в субъекте в рамках очередной акции, проведенной по решению президента общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны. Раздача замороженного мяса птицы охватила абсолютно все районы республики. دينا بيوتن آل مجد دولش دا إمسان يشلوخ شو يفند دير يدخل دال ساعة دويل ويمخ ده رمضان حجي ويمخ نين أيماني حجي صار ملي لوش دق ساعة دق ناخ حاجة عمرتي يغيتش يوتشن غيشلو يوخش ثم شق بلني سوغيتش مس أور أخشنس بوخشنس غديش لا شو يفند دال غازو تقبل دال أحمد حجي تصير يولشلو ساعة نوش بلغ حلا واق ديل يغزو دعيو الدقو بامر حديش عليه الصلاة والسلام إسانش دوغ شو ويمخ دا دال عال شويلة دال الدقو شرشكا وموكش ميارش وينواه ويلس والسلام عليكم ورحمة الله. Чтобы продовольственная поддержка дошла до всех нуждающихся малоимущих граждан, были задействованы волонтеры, которые доставляли пакеты прямо домой к людям. Все начинается здесь, со склада. Коробки с курицей будут погружены на автомобиль, после чего расфасованы по пакетам, и волонтеры доставят каждому адресату. Жители, получившие мясо, поблагодарили за регулярное внимание и поддержку со стороны руководства субъекта и общественной организации. دو شيء دور شمان ترجو مايو دا مقلا خذ بيتا عش دو كيتا اش بيش بوليرم قان دور قيم دي كان بيقم بول شنو زنديل الله امين هين سوز داشتر هين زادا دي ان خدا غادي ان اذا ايتندول يسوخت رمضان ويت باتشانان ايمانينا ديرس خل الله خدا غادا خنتون يسوخت شو دايتن دا شي دو هادول اذا ساغا يسيري دغمله شمون دير وزن دي لا ساغا يزن دي ايماني غيراني تعالو شو دا ابو بساخه مش مسؤول عارف От городов до самых отдаленных и высокогорных сел мясо кур было доставлено остро нуждающимся семьям, чтобы они смогли приготовить себе вкусный ужин. Любой, даже скромный продуктовый подарок всегда поднимает настроение. طبعا اعتديش توسي دالش مصومن يا دال سي دويل حرمزان دا قوبو ساعة دويل اعتخليرين ميليلوشتك تويسي لخلو دالش طبعا وي اوكرايني بغم بولش بولكينش شنتير هارت ستو ابيش هار داديرش مصو شابك شاي شاي تاويرش دا قوبو ساعة دويل ساعة لحو ساعة ساعوس يعني بغداد دالات وبويش أعمل حاجين تيلا مصان تيلا قبول ساعة دويل هالوزن دالي الوش مش مالي الوش دال مصومتي ساعة شق سوق دال ساعة دويل سنان ديرا أخ دير ريز خلصن وين دبغان بأوكرانيا
Впереди предстоит еще очень много подобных акций. Подсчету они не поддаются. Однако люди всегда рады этому. И это не только еда, но также поддержка различного направления. От загородного лечения до решения жилищного вопроса. Главная цель – избавить нуждающихся от тягот жизни. Турпал, Алита Исумов, Магомед Басаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Хамзат Ибрахим, студент Грозненского нефтяного университета, разрабатывает цифровую платформу возвращения на родину. Ее главной задачей – оказание поддержки тем, кто испытывает трудности при возвращении на свою историческую землю. О потенциале этого значимого IT-проекта в репортаже Медины Мударовой. Студент Грозненского государственного нефтяного технического университета Хамзат Ибрахим – потомок шейха Кунта Хаджи Кешиева. Поколение его семьи жили в Ираке, и лишь в 2013 году, благодаря содействию главы республики Рамзана Кадырова, им удалось вернуться на историческую родину. Столкнувшись поначалу с языковым барьером и резко сменой обстановки, Хамзат проявил невероятное упорство. Нашу семью выслали из России в 1864 году. Оттуда наша семья переехала в Турцию жить. И после этого меняла место между Сирией и Ираком. Но потом они остались в Ираке. Я родился в Ираке, также и мой отец. Нам пришло приглашение от главы республики Рамзана Кадырова. Он пригласил всех потомков Кунта Хаджи Кешиева, которые в Ираке живут. Общее количество нас было 12 семей в 2013 году. Он нас очень тепло принял. Я поступил в школе, не знаю ни одно слово. На русском, на чеченском я вообще не разговаривал. Но в школе очень хорошо относились к нам. Помогали адаптироваться вначале. Но главное, свой опыт и знания он направил на помощь другим. В учебном заведении парень вместе с единомышленниками разработал уникальный и крайне востребованный проект. Всего за месяц команда из 3 человек существенно доработали первоначальную идею и оформили ее в рабочую концепцию. Самое главное, он позволяет восстановить утраченные связи с прошлым. Платформы предлагают комплексное решение для тех, кто мечтает вернуться домой, помогая им восстановить связь с исторической родиной, получить необходимую информацию и адаптироваться к новым условиям. Этой возможностью смогут воспользоваться люди со всего мира. Уже по завершению проекта в нем будут указаны данные представителей почти всех стран. Это единое окно от сбора родословных данных и документов до практических инструкций по оформлению, трудоустройству и интеграции в местные сообщества. О перспективах разработки рассказал научный руководитель Мадина Барзаева. Платформу мы, в частности, назвали «Возвращение на родину». Она направлена для тех людей, которые не знают, с чего начать. То есть на официальном легитимном уровне начать этап, как говорится, возвращения на родину. Мы-то заявили уже о своей идее, о концепции создания такой платформы, а далее она будет только совершенствоваться. И будут, я так думаю, что будут привлекаться уже специалисты технической направленности, айтишники, разработчики. Ну а дома у Хамзата хранятся тихие, дорогие сердцу воспоминания о жизни в Ираке. Фотографии, письма, запахи детства, которые теперь кажутся отголосками другой жизни. Казалось бы, многое поменялось, но одно осталось неизменным. Безусловно, любовь к родине. О ней отец Хамзата слышал от своего отца, и эти рассказы жили в сердцах как сокровенная мечта – однажды вернуться на землю предков. В один из многих вечеров они вспоминают те дни с благодарностью. В детстве отец часто рассказывал о родине, как тосковал по ней. Когда ему было 12 лет, он смог вернуться с матерью Эсет Кешиевой и остался там на несколько месяцев. И это время запомнил на всю жизнь. Он много говорил о природе и красоте чеченских гор и не терял надежды, что сможет вернуться на родину. В свои 80 лет отец сделал последнюю попытку. Со стороны Ирака и Советского Союза было трудно получить разрешение. Увы, ничего не вышло. Спустя столько лет изгнания вернуться и увидеть, насколько нас ждали люди, тепло приняли Хаджи Мириды. Хочу передать слова благодарности Рамзану Ахматовичу за возможность вернуться на родину. А также благодарим муфтия Салаха Хаджи Межиева, который с первых дней помогает нам и интересуется. Возвращение на родину дало Хамзату не только новый дом, но и стимул использовать знания во благо соотечественников. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика.
В Грозном состоялось заседание Государственной комиссии по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов региона. Встреча состоялась под председательством президента Академии наук Джамбулата Умарова. Представители министерств, ведомств, а также научной и творческой интеллигенции выступили с докладами. В своих выступлениях они отразили проводимую работу в курируемых ими направлениях и предложили новые подходы к систематизации, изучению и популяризации объектов культурного наследия. В частности, обсуждался вопрос обращения к главе о возможности создать стипендиальный фонд, где поощрялись бы работы молодых археологов и лингвистов. По итогам заседания намечены дальнейшие шаги по активизации деятельности Государственной комиссии. Многие источники не переведены. Они есть, но они не переведены. Причем там с добавлениями харкш олцарах, адмыш харкш, чтобы, например, можно было произносить такие буквы, как «п», которых нет в арабском языке, или «ц», или «ч». Да? Вот. Поэтому с этими источниками, естественно, нужно работать и на университетском уровне, и на академическом уровне. Город в городе, где продумана каждая деталь. В Грозном возводится клубный дом Бароновский, где есть все необходимое для комфортной жизни. Подземный паркинг, фитнес-зал, закрытый двор с ландшафтным дизайном. Ключевая концепция проекта – создание приватного и безопасного пространства. На презентации проекта побывала Саида Гакашева и оценила новый уровень жизни. Во дворце торжеств Дагуна Амаева презентуют первый клубный дом Бароновский в Грозном. Архитектура данного проекта выполнена в сдержанном элегантном стиле с акцентом на современные материалы и функциональные решения. Данный проект принадлежит строительной компании «Монолит», которая за период своей деятельности зарекомендовала себя как надежный и профессиональный застройщик. Подход «Монолита» основан на создании комфортной и современной среды проживания, отвечающей ожиданиям самых взыскательных клиентов. Таким обещает стать и клубный дом Бароновский, который предлагает своим жильцам особый формат проживания, основанный на полной приватности. Такой флагманский проект, и он объединяет ценителей с общим взглядом на комфорт и удобство. Мы считаем, что наш рынок давно ждал такого проекта, и с завтрашнего дня мы уже начинаем старт продаж квартир в нашем доме, также и пентхаус. Здесь у нас есть доступны как в обычном формате квартиры, однокомнатные-трехкомнатные, и еще пентхаус, одноэтажный и двухэтажный. С первых же секунд строительная компания приковывает внимание зрителей презентационным роликом, который передает философию проекта, его архитектурную выразительность и атмосферу будущего пространства для жизни. Для жизни, где комфорт, безопасность и сервис, встроенный в ежедневный сценарий. Нет, я что-то делаю не так. Что я ценю в первую очередь? Приватность и безопасность. Итог – безопасность – базовый стандарт комплекса. Так, идем дальше. Сейчас дом находится на стадии заливки бетона, и по завершении строительства, который планируют на 2029 год, в нем будут предусмотрены все необходимые удобства, не выходя за пределы дома. Бассейн, спа-зона, фитнес-центр и даже детский сад. Такой подход позволяет создать полностью автономное и комфортное пространство для жизни, где все необходимое находится в шаговой доступности. Все интересующие вопросы по проекту гости смогли задать в формате живой беседы, что сделало общение с представителями компании открытым, непринужденным и максимально информативным. Давайте исходить из трех факторов, которые были озвучены. Первый – это безопасность, второе – комьюнити отдельно, третье – премиальный сегмент. Давайте возьмем ориентир пешеходный бульвар, новый сдача объекта в конце следующего года. Минимальный прайс при таком же оснащении от 80 тысяч за квадратный метр. И переходим к нашему дому. Скорее всего, будут возражения у клиентов, почему так дорого. Если есть такой же дом с таким же оснащением, плюс-минус такой же. Как нам более правильно отрабатывать эти возражения, как вы можете отработать это возражение? Есть такой запрос. Презентация завершилась на веселой ноте. Среди зрителей разыграли призы, а также не отпустили их без фуршета. Такая подача подчеркнула гостеприимство организаторов и оставила у гостей приятное впечатление, усилив общее позитивное восприятие проекта. Саида Гакашева, Сайтсель Мампукаев, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся творческий вечер, посвященный 70-летию известного чеченского поэта и журналиста, лауреата многочисленных престижных премий Руслана Юсупова.
Поздравить юбиляра пришли самые близкие люди, родственники, коллеги, деятели культуры и науки. Мероприятие проходило в формате живого общения. Гости и виновник торжества прочитали произведения Руслана Хамидовича и обсуждали их с литературной точки зрения. В завершении вечера писатель анонсировал скорый выход своего нового сборника. Всевышний наделяет каждого человека какими-то способностями. Вот, в этом плане мне были даны какие-то скромные способности, которые я воплотил и в 4 авторских сборниках стихов, и во многочисленных встречах с разными аудиториями, особенно с молодежью. И так получилось, что поэзия все же заняла определенное место в моей жизни. Сегодняшний вечер с легкой руки моих давнишних товарищей Шерипа Цуруева и Сациты Исраиловой. Здесь люди, которых я давно знаю, мои знакомые по встречам в Национальной библиотеке. Они отозвались на это сообщение, и мы снова и услышим друг друга, и увиделись. Как мне думается, это очень важно и для поэта, и для поклонников. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнаха в социальных платформах.